Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В прямом эфире передача «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении, и радио национальной вещательной компании «Саха», Тетим Саха-Радиото. Режиссеры Екатерина Голикова и Мария Новгородова. Сегодня в студии у микрофона Юрий Сергеев. Прошедший год, 2025, был непростым, но по данным правительства нашей республики, пожароопасный сезон удалось завершить без введения режимов чрезвычайной ситуации. Ну и вот сегодня мы также поговорим об итогах, планах и о том, кто сегодня стоит на страже нашего главного природного богатства – это леса. Конкретно мы будем говорить с десантниками, пожарными во втором блоке нашей сегодняшней телерадиопередачи. Надо сказать, что новый пожароопасный сезон не за горами, осталось чуть более месяца, возможно. И знаем, что тренировки проходят ежедневно сейчас. Ну, а за подробностями хотелось бы сегодня обратиться к гостю студии, руководителю, начальнику государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Якутская база авиаохраны лесов, заслуженному лесоводу Российской Федерации Владимиру Сергеевичу Леонову. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Я тоже обращаюсь к нашим слушателям и телезрителям. Если у вас в ходе нашей сегодняшней радио-телепрограммы будут какие-то вопросы, пожалуйста, звоните нам прямо в студию, в прямой эфир. Напомню, телефон 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Мы начнем, Владимир Сергеевич. Конечно, главный итог 2025 года, он прозвучал в послании главы Республики Айсена Николаева, что впервые за долгое время на территории нашего северного региона не вводились режимы ЧС в лесах. И площадь пожаров сократилась до 160 тысяч гектаров. Это, конечно, впечатляющие цифры, Я думаю, что тут надо, наверное, нашим телезрителям и радиослушателям пояснить, за счет каких факторов удалось достичь такого результата. Пожалуйста, Владимир Сергеевич, вам слово. Да, но результат, я бы хотел сказать, что очень положительный по прошлому пожароопасному сезону. Но это не говорит о том, что это был легкий пожароопасный сезон. Да. Одинаковых сезонов не бывает. Погодные условия тоже абсолютно и ежедневно, и ежегодно они все разные. Но здесь я бы отдал должное все-таки нашим ребятам, парашютистам, десантникам пожарным, наземной службе, всем работникам МЧС, всем тем местным жителям, которые нам помогали именно в работе по тушению и обнаружению лесных пожаров. Да, было тяжело, но все-таки мы стали намного сильнее. Если раньше нас было там 1,5-2 человек, сейчас только в авиалесохране это уже 850 человек парашютно-десантной службы. Это уже цифра довольно-таки серьезная, хотя мы еще не дошли к цифре, когда был Советский Союз у нас, когда авиалесохрана, якутская база, тогда считалась самой крупной авиабазой не только в России, но и в мире. У нас тогда было более 1500 человек, это только авиапожарных, плюс наземные лесопожарные формирования были, также тракторная техника и все остальное. Да, конечно, надо сказать, действительно, все-таки те годы, если посмотреть и вспомнить, когда действительно ваш коллектив, ваше предприятие, это было действительно уникальным таким, уникальной организацией по тушению лесных пожаров, работали авиаотделения, но потом был какой-то спад небольшой произошел, и сейчас все-таки можно говорить о возрождении авиалесохраны. Владимир Сергеевич, можно сказать? Да, я абсолютно вас поддерживаю. Последние несколько лет идет именно возрождение авиалесохраны. И не только авиалесохраны, а в целом лесного хозяйства. Все-таки больше обращается внимание, дополнительно выделилось финансирование. Но здесь надо отдать должность главе нашей республики Айсену Николаеву. Благодаря ему он смог убедить нашего президента,
И тем самым мы сейчас с вами открываем дополнительные подразделения и уже заходим в арктическую зону. В прошлом году мы открыли 2 подразделения, это Витимское, Санихтатское. В этом году мы уже открыли 2 подразделения, это Среднеколымск и Жиганск. Да, конечно, вот ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах сильно возросла. Вот, это факт. И, конечно, вот, мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили вот 2025 год, тот пожароопасный сезон прошедший. Может, какие-то прецеденты вспомните, да? И, ну, конечно, несколько слов и о профилактике среди населения. Вот и в прошлом году, и в новом 2026 году. Каким видится вам? Ну, прошлый 25-й год, там тоже, к сожалению, имеются виновники лесных пожаров. Сейчас те виновники, которые выявлены, они, значит, проходят через судебную систему. Не секрет, значит, любой пожар, на котором были понесены затраты государственного бюджета, эти затраты потом при выявлении виновных лиц возмещаются в судебном порядке отдельным иском. Сейчас такая работа производится. И здесь, вот, пользуясь случаем, я бы хотел предостеречь наших жителей республики, чтобы они не попали именно в список вот этих наших жителей, которые сейчас вынуждены будут возмещать те затраты, понесенные на тушение лесных пожаров, а это очень дорого. Я хочу сказать, что стоимость вертолетной, самолетной техники, она дорогая. Один летный час вертолета — это больше 400 тысяч рублей. Самолет — это около 200 тысяч рублей. Поэтому здесь прошу вас, воздержитесь и не зажигайте, не проводите сельхозвозжигание, потому что законодательно это запрещено и может потом понести очень серьезные. Владимир Сергеевич, ну все-таки вот если вернуться к палам, сельхозпалам, да, ну многие вот думают, что можно провести, но такого разрешения пока никто не давал, видимо, и федеральное законодательство строго в этом отношении. Хочу еще раз повторить, что законодательно это категорически запрещено. Поэтому, если кто-то кому-то говорит, что это можно, там смотрите, чтобы в лес не ушло и что-то еще, нет, это запрещено. Если пожар уйдет в Гослесфонд, то уже, значит, вы понесете ответственность. Также, если даже будет проведен сельхозпал, даже на территории земель иных категорий, при выявлении виновника Госпожнадзор привлечет вас к минимуму к административной ответственности, если не пострадают какие-нибудь строения или населенные пункты. Да. Уважаемые телезрители и радиослушатели, напомню, телефон прямого эфира 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Ну, в 2025 году, можно сказать, прошли боевое крещение, да, вот так, если можно прямо выразиться, 2 новых авиаотделения, вот вы уже назвали их, Витимское и Санихтатское. Ну вот, а как вот новички проявили себя вот, в реальных пожарах, конечно, и как прошел, ну, пожароопасный сезон, если конкретно в Ленском, Алекминском районах, вот, ну и в каких улусах ездили на подмогу, как говорится. Ну, значит, что касается Санихтатского и Витимского отделения. Пожароопасный сезон, вот, допустим, мы берем Алекминский район, да. Это Алекминск и Санихтат, это один район. Там в этот год прошел более-менее спокойно. И работники именно санитарского отделения, они были набраны, тренированы, подготовлены, обучены. И уже весной, ранней весной, в рамках межрегионального маневрирования были направлены в длительную командировку. Это порядка, наверное, почти 2 месяца они находились в Читинской области, в Чите. Там, вы знаете, там на слуху было, что там очень сильно, как с весны, запалили. Именно вот сельхозвозжигания, когда начались, и практически до конца пожароопасного сезона они горели. Вот эти ребята, они прошли довольно-таки хорошую подготовку на чужой территории, скажем так, ну, чужой это условно, это мы все равно в России живем. Вот. Соседние территории. Они прошли именно уже, можно сказать, заработали там свой боевой опыт, научились тушить пожары, проводить отжиги, копать минерализованные полосы, работать с техникой, работать с авиацией.
и уже прибыв сюда после тушения пожаров с Читы, они уже участвовали в тушении пожаров на территории нашей республики и также продолжали маневрировать, но уже по территории нашей республики. Участвовали в тушении в Верхоянском районе, Усть-Алданском, и на территории Якутской. Они себя зарекомендовали довольно-таки с положительной стороны. Что касается Витимского отделения, там уже такая же история. Только они не были в командировке за пределами республики, они участвовали в тушении пожаров на другой территории. Это Верхоянск, Вилюйск, Якутск. И тоже, я хочу сказать, довольно-таки хорошо себя зарекомендовали, так как им пришлось работать совместно с опытными ребятами, перенимать тот опыт, который уже имелся, и я за них просто рад. Да, ну если давайте вот поговорим, Владимир Сергеевич, о планах на 2026 год. У вас уже готовы открыться новые авиаотделения, да, вот в районах Улусах. Вот, и насколько, конечно, это, ну, скажем так, увеличит охраняемую территорию лесов у нас в республике. Ну и сколько уже человек набрано вот в эти филиалы новые, которые вы сейчас их назовете, да, удалось ли закрыть все вакансии, скажем так? Ну, мы в этом году открываем 2 авиаотделения, это Среднеколымск и Жиганск. Личный состав мы уже набрали, 30 человек по каждому авиаотделению. Это начальник, 2 радиооператора, 2 водителя, 2 летчика-наблюдателя и 23 работника парашютно-десантной пожарной службы. Эти люди прошли медицинскую комиссию, прошли уже техническое обучение, и буквально на этой неделе будет проводиться воздушная тренировка с выездом. Что касается по Среднеколымску, туда специалисты выезжают, завтра вот они как раз выезжают, и в течение вот этой недели они уже пройдут тренировку. Что касается Жиганска, то сегодня работники Жиганского отделения прибыли в Якутск, и именно здесь, в Якутске, мы будем проводить с ними занятия тренировочные, с вышки тренажера, с вертолета, то есть полный комплект, и они получат свидетельство уже десантника пожарного 3-го класса. Я думаю, что в пожароопасном сезоне они уже покажут, на что они готовы, насколько правильно и хорошо мы их подготовили. Да. Ну, а какие вот требования вы предъявляете кандидатам на должность, да, лесных пожарных? Ну, в феврале этого года в Якутск вернулась группа летчиков-наблюдателей, тоже прошли обучение в Федеральном центре авиалесоохраны, которые как раз и будут тут работать в новых авиаотделениях. Ну, что ими изучено, да, и как готовились специалисты, ну, этой, если я не ошибусь, скажу, штучной профессии. Это действительно так, наверное. Да, абсолютно верно. Летчик-наблюдатель — это профессия штучная. Их очень ограниченное количество на территории России. Этих специалистов мы направили заранее, еще в прошлом году направили, потому что знали, что будут открываться 2 отделения, и чтобы по началу пожароопасного сезона специалисты уже были готовы. Но понятно, что теория — это теория. Они проходили такие науки, как воздушная навигация, метеорология, охрана лесов, способы, методы тушения. Но эти ребята, они уже с опытом работают. То есть они на земле, они уже работали. Теперь им предстоит работать в воздухе. Самостоятельно пока они работать не будут. По 2 летчика-наблюдателя на каждое отделение, но на начальный период за ними будут закреплены опытные летчики-наблюдатели, может быть, командиры звеньев. Мы сейчас определяем, кого направить. То есть под их контролем эти специалисты получат дополнительные допуски. Когда все убедятся, что они могут работать самостоятельно, мы их, значит, допустим к этой работе. А так, в целом, я бы хотел сказать, что у нас на сегодняшний день больше 50 летчиков-наблюдателей. А буквально несколько лет назад у нас было буквально там 16-17 человек. Да. Это целая проблема была. Да. Сейчас уже мы своими летчиками-наблюдателями можем оказывать помощь другим субъектам нашей России. Ну вот наш сегодняшний разговор вот в прямом эфире также проходит в контексте важной даты, да, вот на прошлой неделе, 21 марта, Международный день лесов, вот, и лес — это, конечно, наше богатство, наш ресурс главный, и наше общее наследие, достояние, в котором нужно заботиться, конечно, каждому из нас, жителю Якутии. Ну, это понятно. Заботиться-то нужно, безусловно, каждому. Поэтому, что ни одна, даже самая мощная служба, она не сможет уберечь тайгу. Здесь нужно, чтобы сами люди, приходя в лес, считали, что это личное, то есть это
то, что нужно беречь и защищать. Если каждый будет относиться к лесу как к своему личному подсобному хозяйству или там домостроению, то и, естественно, нам всем будет работать легче, и никаких уже угроз и вот безлаберности уже не будет происходить. День лесов — это все-таки напоминание о том, что лес — это живой организм, и наше общее наследие — это дом для редких растений, животных, птиц, занесенных в Красную книгу, и уникальная крупная экосистема, которую нужно беречь, особенно в нашей северной территории. Так, ну еще один такой вопрос, может, еще не заключительный в нашей передаче, осталось немного времени до конца прямого эфира. Скажите, пожалуйста, Владимир Сергеевич, каков прогноз, вот, на ваш взгляд, сегодня? Можете дать предстоящему пожароопасному сезону 26 года? Знаете, я всегда говорю, что прогноз – дело неблагодарное. Да. Но его можно как угодно прогнозировать, но бывают такие ситуации, когда любой прогноз можно повернуть в другую сторону. Вот смотришь, прогноз в мае месяце по территории республики по прошлому году стоит зеленым. Это значит, горимости не будет. Но откуда ни возьмись, появляется масса пожаров на территории Верхоянского района. Что это? То есть это говорит о том, что люди, вот то, что мы говорили, не совсем хорошо берегут свои лесные запасы. Вот, у нас телефонный звонок, да, буквально вот в конце первого блока. Давайте примем. Алло, очень короткий вопрос, просим вас. Алло. Алло, да. Отличного, доброго, хорошего времени. Да, слушаем вас. Владимир Сергеевич, Юрий, не помню отчество. Николаевич. Вас юбилейным Великой Победы и с праздником единения и культуры. Вас также поздравляем. Ваш вопрос, пожалуйста. Владимир Сергеевич, у меня вопрос. Я просто нынче не получается, не успел никуда, то что ни на тренировку, никуда. А на следующий год можно будет парашютистом, потому что я профессионал кадровый. На отдыхе нахожусь. Все, спасибо. Да, конечно, можно. На следующий год я хочу вам открыть еще перспективу. Мы на следующий год планируем подразделение в Абыйском районе. То есть у нас еще будет дополнительные наборы. Но и всегда те, кто желает тушить лесные пожары, защищать нашу природу, мы всегда будем рады этих людей принять на работу и вместе выполнять тот важный и ответственный задачу. Да, конечно, группа уже набрана, как вы сказали, да, до начала эфира, и все-таки вы можете еще принять все-таки, да, желающих. Куда обратиться, что нужно для этого, какие документы, очень коротко, пожалуйста. Обратиться надо в авиалесохрану, отдел кадров, стать на резерв, потому что мы понимаем, что пожары, это тушение пожаров довольно тяжелый и опасный труд. Порой не все с этим справляются. Кто-то всю жизнь этому посвящает, а кто-то после первого пожара уже считает, что это не мое, это слишком тяжело, где-то воды не хватает, где-то комары кусаются, или же надо очень долго работать круглосуточно. Поэтому мы всегда будем приветствовать тех, кто к нам приходит. И я думаю, мы сможем трудоустроить специалистов, которые хотят именно защищать леса. Все-таки самое главное, конечно, это сплачивание коллектива. Все-таки вот какую работу вы проводите? Как сплотить коллектив, но уже довольно-таки разросший коллектив, скажем, десантников пожарных? Знаете, вот основное сплочение идет именно в таких спортивных мероприятиях. Сейчас очень много проводятся соревнования, и я хочу сказать, что вот наши ребята, они почти что регулярно занимают первые места. То есть им в радость заниматься спортом, играть в волейбол, играть в футбол, какие-то там гиревые спортивные мероприятия, парашютный спорт. Это сплочает, у них идет такое жизненное соревнование, между собой соревнуются, кто лучше, кто быстрее, чья команда. Это всегда радует, особенно если это проходит в отрасли, в лесной отрасли, или же, допустим, между профсоюзами разных отраслей. И мы выходим первыми, это очень меня радует. Так, вот мне подсказывает режиссер, осталось около минуты. Ваши пожелания коллегам, жителям республики. Буквально 30 секунд. Самое 20. главное пожелание для всех жителей республики, чтобы все были живы-здоровы. Мы знаем, сейчас нелегкое время у нас у всех, да. Проводится специальная военная операция, много наших друзей, знакомых находится там, поэтому прежде всего пожелаем им всем здоровья, быстрее, чтобы это закончилось, и меньше было лесных пожаров.
Вот на этой ноте мы завершим наш первый блок передачи «Якутск сегодня». Сейчас небольшая рекламная пауза, потом вновь вернемся в нашу студию и продолжим телерадиопередачу «Якутск сегодня». Оставайтесь с нами. Продолжаем наш прямой эфир. Более 800 специалистов будут защищать леса Якутии в предстоящий пожароопасный сезон. Сегодня у нас в гостях люди не просто мужественных профессий, а люди, которые каждый сезон заходят в огонь, чтобы сохранить нашу тайгу, наше богатство. Поговорим о том, как меняется профессия, кто идет в огнеборцы и почему якутский лес – это наше общее сердце. Представители нового Среднеколымского авиаотделения и действующего одного из опорных авиаотделений Покровского сегодня у нас присутствуют. Я их сейчас представлю. Это Баишев Виктор Валентинович, начальник и старший летчик-наблюдатель Хангаласского авиаотделения. Здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели и телезрители. И Иван Семенович Белоногов, инструктор десантно-пожарной группы, так называемой ДПГ, коротко, да, нового Среднеколымского авиаотделения Якутской базы авиационной охраны лесов. Тоже приветствую вас. Здравствуйте. Ну, уважаемые телезрители, радиослушатели, вопросы тоже, если у вас будут какие-то вот к участникам нашей сегодняшней передачи, пожалуйста, звоните 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Ну, начнем нашу передачу, времени не так много. Я думаю, что давайте вопрос мы зададим Ивану Семеновичу Белоногову. Вы, оказывается, человек совершенно такой мирной профессии, да? Вы учитель биологии. Ну и вдруг в вашей жизни вот такое вы принимаете кардинальное решение вот стать инструктором десантно-пожарной группы, инструктором ДПГ в новом арктическом отделении. Ну, а что вот заставило вас принять такое решение, променять, скажем так, школьный класс вот на тушение лесных пожаров? Ну, что это? Романтика неба или все-таки какое-то иное желание? Вы знаете, мне больше по душе работа на природе, на воздухе, нежели чем кабинетная работа. Поэтому я, и считаю по натуре себя экстремалом, и поэтому выбрал эту профессию. Угу. Ну, вы отличный фотограф. Вот я знаю, да, что у вас есть потрясающие снимки, вот, и вашего родного края, да, Среднеколымского района. Ну, получается, вы хорошо знаете эти места. Ну, и поможет ли теперь это в новой работе? И я думаю, что ведь знание местности для десантника, огромный, наверное, тоже большой плюс. Да, действительно, я после школы отработал 15 лет в районной инспекции охраны природы в экологии и объездил весь район, поэтому уверен, что мои знания моей родины, малой родины, пригодятся вот в новой работе. Вот. Ну, с 24 марта, то есть уже завтрашнего дня же, да, у вас стартует обучение, и, я думаю, что интересно будет нашим слушателям, телезрителям узнать, кто поедет учиться вместе с вами, куда вы поедете, кого избрали, кого набрали в новое Среднеколымское авиаотделение. Ну, наверное, в основном местные ребята, да? Да, в этом году вот открывается новое отделение Среднеколымское, и укомплектование прошло полностью, 30 человек набрали, 1 начальник, 2 водителя, 2 радиооператора и 25 десантников пожарных. Ага. Все местные из Среднеколымского района. Среднеколымского района. Ага. То есть тоже ребята знают свой район, свою местность. Да. Угу. Ну, а что главное должно быть среди тех, кто решил стать тоже? В чем на ваш взгляд, вы как, скажем, инструктор, да, ДПГ, все-таки думаете, что самое главное? Как сплотить ребят в нужный момент в период пожароопасного сезона? Не паниковать, и спокойно работать.
То есть всегда будет как бы Да, среди вот наготове. 25 пожарников есть ребята, которые уже проходили с опытом тушения лесных пожаров. Они ранее работали в ГАО «Якут Лесресурс» в Среднеколымском филиале. Так что вот опытные есть. Да, Иван Семенович, что входит в экипировку десантника пожарного? Там ведь не так просто, наверное. Это тоже особый какой-то особый такой Ну, груз. спецодежда, Спецодежда. это энцефалитка, она с пожароопасной этим свойством. Мгм. Вот, специальная обувь. Ну и потом ранцевый огнетушитель, рыло, лопата, бензопилы, мотопомпы и так далее. Ага. Ну, а как вот ваши, скажем так, близкие, друзья отнеслись вот к выбору вот этой вот профессии? Ну, близкие, которые меня хорошо знают, отнеслись с пониманием. Вот. Кто не очень хорошо меня знает, говорят, что зачем туда пошел бы туда куда-нибудь в кабинет чиновникам. В общем, да, вы выбрали вот это вот. Ну, все-таки ребята, которые вот ваши земляки, да, вот тоже стали вот десантниками, пожарными, ну, на них можно положиться 100%. Да. Как говорится, с ними можно пойти в разведку. Там, скажем, в самую сторону, где особый сильный огонь. Да. Вот. Ну и еще такой вопрос, что бы вы пожелали тем, кто, ну вот, может, тоже думает, не податься ли мне тоже пожарники, десантники, вот, и вообще там какие условия, там, как заработная плата, или что-то в этом плане, что бы сказали? Но мы только вот Социальные какие-то. вступили в работу, поэтому пока точно не скажу. Вот. Это, наверное, вопрос более опытному Давайте тогда коллеге. вопрос будем задавать, конечно, более опытному. Вот, пожалуйста, я думаю, что Виктор Валентинович есть что же сказать. Ну, а вы как вот пришли и когда пришли вот? Ну, я устроился на данную организацию в далеком уже сейчас, в прошлом веке, можно сказать, в 1997 году, сразу после службы в армии. То есть встретил случайно человека, спросил. Он и другой человек, это не случайный человек, это директор лесхоза Варейкас был. Я к нему подошел, спросил, он, ну, говорит, они в марте работают, начинают работать. Потом подошел начальник Петров Владимир Николаевич, поздороваться с ним просто. И он показал на меня, и все, и так я устроился на работу. Было это, между прочим, в больнице все. Я зуб лечил. Вот так вот. Все не случайность. Да, что не делается к лучшему, да, можно сказать, в этом случае так. Ну и, конечно, вкратце вот расскажите, как прошел пожароопасный сезон вот в прошлом году, да, в Хангаласском районе. Ну, конечно, у вас за плечами и большой стаж, и опыт, вот, и я думаю, что год был не похож на другие, да, наверное, периоды. Нет, нет, все года одинаковые, за исключением только когда грозовая активность возникает. Ну, в прошлый год у нас возникло всего 4 лесных пожара по району. 1 так называемой наземной зоне и 3 в авиационной зоне. 3 в авиационной зоне это от грозы, соответственно. А в наземке у нас был найден виновник, наказан, то есть ведутся и такие работы, изыскиваются, то есть в таком объеме работа происходит. И еще чем меньше пожаров весной, из-за чего это профилактические работы, вот, лесничество работает, авиаделение работает, прокуратура, МВД, то есть все работают совместно, и с помощью вот этого профилактики, так называемой, и вот у нас уменьшается количество лесных пожаров. Но это с года в год не приходится, как бы. Ну вот стараемся, работаем. Да. Ну, как сказал вот Владимир Сергеевич Леонов, ваш руководитель, да, что летчик-наблюдатель это штучная профессия, так? Поэтому я думаю, что вы как раз являетесь летчиком-наблюдателем. На каких воздушных судах пришлось поработать? Ну, я начал работать летчиком, я сперва работал парашютистом пожарным, я, то есть прошел азы от парашютиста простого до инструктора, и потом меня рекомендовали летчики-наблюдатели, я поехал учиться на
отучился и с тех пор освоил, вернее, получил допуск на полеты на таких видов воздушных судов, как Ан-2, Ми-8, вертолет Робинзон 44, Цесна 182, летал также на Ил-86, на Ми-26, принимал тушение лесных пожаров. То есть мы с Ил-80, ну, этот, Ил-76, то есть воду сбрасывали на пожар, там 40 тонн сразу воды выливается. И на Би-200 я летал. Да. Вот эти вот основные воздушные суда, которые используются в России. Это в основном же отечественного производства, да, наши воздушные суда? Ну да, за исключением вот Робинзона и Цесны, которые вот сейчас только последние 3 или 4 года внедряем. Как бы они давно есть, но вот по нашей системе внедряем только сейчас. А что отличает вот наше отечественное от зарубежного, скажем так, это как вы опытный летчик? Ну, у нас что может отличать? Да. Ну, во-первых, советское наследие. Там все рассчитано с 10-кратным как бы этим потенциалом, то есть 10-кратно дублируется система. Все рассчитано до миллиметра. Да. А иностранные суда, они коммерческие суда. То есть они, если двукратное резервирование есть система, значит нормально она работает. То есть за счет этого и дешевле становится, и практичнее работать на них. А то есть наше вот как бы сделано нормально, ну с таким этим запасом прочности, до которого почему мы летаем до сих пор на них. Потому что запас прочности огромный на них был зарезервирован еще теми конструкторами, которые их разрабатывали. Ну, может, если вспомните самые неожиданные причины вот лесного пожара, с которым вам приходилось сталкиваться в вашей практике. Да, приходилось сталкиваться я уже не работал парашютистом, летчиком, и отправил своих ребят в десантуру на пожар на другой район, Мегино-Кангласский. Только я место не помню, где это было. Ну, они потом прилетают, и раньше мы писали акт о лесном пожаре. Сейчас, протокол, сейчас акт писали, раньше протокол. И в протоколе там есть была такая надпись, как причина лесного пожара. И там было написано медведь. Как мы думали, что там спичками балуются, что ли, медведь. Нет, все было проще. Дятел прилетел на столб деревянный и выдолбил изолятор. Он оттуда вылетел, и получился шаговый ток, провис. Ну и бежал зайчик. Что он бежал там, не знаю, его током убило. И он как бы завонял. Ну, медведь это учуял и пришел туда. И его тоже там положил этим шаговым током, и он от него загорелся. У него волосяной покров вспыхнул, запалил траву, и начался пожар. Потом ребята приехали, энергетики все поправили, и мои десантники похоронили этого медведя с честью и достоинством. Закопали. Вот такая вот, как бы и не верится, ну можно вот такой вот сказать, сюжет такой был. Да. Скажите, все-таки сейчас вот говорим много о изменении климата, да, потепление, там, разные мнения, точки зрения на этот счет, да. Все-таки вот это повлияло, видимо, все-таки, да, вот на пожароопасный сезон. Вот последние годы заметно что-нибудь? Вот вы все-таки вот как? На мою опыту цикличность примерно 11 лет. Ну так 10-11 лет цикличность такая. То есть, если взять статистику по моему району, мы горели там в 10-м, 11-м, потом в 21-м году мы горели, большие пожары в 21-м. Даже этот день запомнил, 21 июня 21 года. У меня как раз сын родился, и вот этот день мы загорелись сильно-сильно. Иван Семенович, вот как вы, скажем, в прошлом учитель биологии, что можете сказать? Все-таки вот влияние вот этого изменения климата, все-таки, да, и лето раз на раз тоже не приходится, пожары-то все-таки возникают. Да, конечно. Тем не менее, все-таки это влияет на пожароопасность лесов. Да, влияет, да. Ну, чем бы объяснили, вот как вы считаете, это тоже? Ну, изменение климата как бы налицо. Там фауна разная новая появляется, утки, кряквы у нас. На Колыме уже появились, уже гнездятся спокойно. Там дрозды, свиристели появились, раньше которых не было. Ну, климат меняется. Пожароопасная обстановка, годами разная. Некоторые годы в сухие, когда лето. Так, у нас телефонный звонок. Давайте-ка послушаем нашего радиослушателя. Алло. Так, говорите, пожалуйста. Алло. Отлично, доброго, хорошего дня. Так. Виктор Валентинович, всех благ. Рад видеть тебя по телевизору. Я с Зырянского отделения, Серега. Все, помнил. Вспомнил. С этим годом юбилея Победы.
годом единения Российской Ага. Федерации. Ну, спасибо, у вас Годом вопросов культуры. если нет, спасибо тогда. Это может идти нормально на отделение. Все, в этом вопросов нет, да. Ага. Ведь, на следующий год возьмешь на работу парашютистом. Да, уже, это уже старый, не возьму. Но обратиться можно, сказали, как Владимир Сергеевич говорил в первом блоке нашей передачи. Можно подойти, да? Ну, о своих сотрудниках-то очень коротко тогда, пожалуйста, Виктор Валентинович. Вот сколько сейчас человек в вашем авиаотделении? Вот. И как вы встречаете новичков, кстати говоря? Вот новичков тоже ведь надо как-то встретить так, чтобы люди поняли важность, ответственность этой работы. Когда я начинал работать, на отделении было всего 5 человек, в том числе и я, 5 человек. Плюс начальник отделения, он же старший лейтенант. Вот. И с 98 года до нынешнего года отделение выросло до 59 человек. То есть у нас есть трактора, автотехника, трал, то есть самолеты. То есть такое развитие за 30 лет у нас, грубо говоря, произошло. Как встречаем новичков? Раньше шутками, конечно, там, ну, такие шутки скорбезные, я не буду их говорить. Но сейчас уже как бы молодежь поменялась, думаешь, лишний раз не шутить. А так спрашиваешь, как, составьте имя, обязательно спрашиваешь. Для чего это спрашиваешь? Потому что у некоторых есть свой скот, надо сено косить, все такое. То есть это все регулируется, надо спрашивать, потому что времена нынче такие, как бы и взаимопомощь должна быть, и тому подобное. Или я им должен помогать, рассказывать. Вдруг дети там, у кого-то такие дети маленькие, большие. Надо все это узнавать определенно, чтобы иметь понятие. Все это надо учитывать. Да, учитывать с этих моментов, как он работать будет в сезон, как будет он вообще, будет ли он работать этот сезон в связи с такими проблемами домашними. То есть это все надо учитывать конкретно. Но это с опытом приходит, когда долго работаешь. Такие основные вопросы: семья, где до этого работал, чем занимался. И там уже видно по человеку, что он будет работать или нет. Иван Семенович, ну что вы пожелаете, вот, скажем, новичкам, да, вот, кто вот, может сидит тут сегодня, нас слушает или смотрит по телевизору, да, что посоветуете им? Ну, пожалуйста. Ну, даже не знаю. Не бояться, самое главное. Хотя дураки только не боятся, остальные все боятся. Пришел, никто же ничего не скажет. Пришел, да, нет, все. 3 года проработал, вот кто работает 3 года, в принципе, уже потом держится за работу. И я не сказал, что у нас профессия 17,5 лет, и можно уходить на пенсию, то есть по ОСРовской пенсии. То есть за счет этого тоже можно привлекать людей, которые собираются работать в нашей фирме. Ну вот Владимир Сергеевич сказал о том, что действительно вот сейчас вот вроде набрали, да, группу, да, уже все готовы, почти 800 с лишним человек уже десантных пожарников, но тем не менее можно приглашать все-таки, да, люди пусть приходят тоже и обращаются в отдел кадров вот лесоохраны, авиалесоохраны, Якутской базы авиационной охраны лесов. Ну, я думаю, что я хочу вам пожелать успехов в вашей работе, вот, удачи. Вот. И на этом, уважаемые телезрители, радиослушатели, наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания. Ее провел редактор Юрий Сергеев. До новых встреч в эфире.